Это Таджикистан, друзья, город Ангара, и я направляюсь в райское место под названием Чашмай-Нукра. Чашмай-Нукра переводится как «серебряный родник». Он находится в селении Игрон в 20 километрах от райцентра. Видимо, это пешая остановка, чтобы люди под дождем смогли перекантоваться. Вот, друзья, абрикосовый сад. Мы идем к человеку, который должен нас встретить, у кого мы погостим. Будет очень интересно. Мы приехали по назначению. Место называется Игрон. Игрон. Оригинальное название Игрон, буква Г. Тут говорят зайцы, волки, ежики, или эти росомахи, короче. Медведи, кабаны, особенно кабаны. В общем, будет очень жарко, я уверен. Хотя ночью очень холодно, на горах снег, как вы видите. Тут рубят, готовят, а потом, видимо, сортируют. Сейчас дождемся и пчеловода. Через некоторое время я встретил дядю, его зовут Умед. Он в этих местах уже 20 лет как охотник и столько же занимается пчеловодством. Умед рассказывает, что сейчас сезон охоты на кабанов, также зайцев. И сегодня они будут ставить капкан с охотниками. Друзья, зайдем внутрь, попробуем. Тише, тише. Все. Смотрим, что светлее стало. Нас пригласили на обед. Сейчас пообедаем. В Таджикистане всегда так насыпают много азора. Тут сразу лепешки делаются. Горячие, хандры. Чисто. Горячая хандрусская лепешка. Но покроем. Только что в Таджикистане говорят, это лепешки очаги, так называют у нас. Сейчас в горах особенно такие лепешки со сметаной, с хаймоком, с сливком. Это просто, я думаю, в комментариях вы поддержите нас. Здесь, думаю, зиму сразу. Признаюсь, дома я бы такой не поел бы. Слишком просто, но так как приготовлено на костре с тандурскими лепешками, это просто сейчас это все я сам все. Вот о чем говорил, друзья. Погода Таджикистана. Горы, сухо, сзади снег. Вот она реальность, красота. Сейчас вот с дядей познакомились. У него шикарный конь. Дождемся и дальше на коне. Иначе тут подниматься нереально сложно.
Здесь посажены черешни, согреты солнцем Таджикистана, миндаль. Что еще забыл? В общем, все. Орехи. Нам туда предстоит, друзья, подниматься. Не знаю, видно вам. Вон за горами вон. Новый молодой сад. Ячака. И тут виноградник. Считается, поднимаемся на перевал. Тяжело. А дальше мы идем просто по асфальту. Друзья, здесь чадя, волчонок испугался. Фазаны, друзья. Миша. Ты ради психолога куда, да? Друзья, вживую это потом без настроения. Сегодня не в настроении, Мишана. Идем дальше. Голубятник. Красивые голуби. Много щенят, много собак. Приближаемся туда, где на таджикском это тоус. Павлин, сосарки. Свой. У нас в Таджикистане это дулуна называется. Безумно вкусно. Не то, что на базаре, но здесь кладбище, тут отдельная история, отдельные легенды. Надеюсь, мы встретимся с человеком, он расскажет. Называется Себиста. Парень рассказывает, что на той горе, сколько веков назад, было убито 40 учеников в своем же медресе. Там же их все похоронили, там кладбище. Очень интересная и жуткая история. Кому интересно, пишите в комментариях. Я постараюсь снять отдельный выпуск и рассказать вам все по-детально. Тишина, покой. Мы идем дальше смотреть красоту. Очень красиво. Это все боярышники растут. Вот входим. Тут топчаны, бассейн. В общем, все, что нужно для отличного отдыха. Тутовник. Огромный тутовник. Говорят, где-то 200 лет примерно. Как в сказке. Живой, реальной сказки. Тут плавают амуры, поговорить. Как я обещал, лошадь. Погнали, прокатаемся. Савума бушака. Реально все.
Мамучака. Isso. Лак номер, лак. А мы поехали от Таджикистана до Афганистана. Амлазим сейчас кашт место. Лак меня слушается. Хорошая лошадка. С этой красоткой мы пролетим, пробежим весь Таджикистан. Все самое интересное у нас, не переключайтесь. Еще одна лошадка, далеко увидел. Сейчас Буквально вчера была охота на волков, было очень опасно. Сейчас данная клетка, данный капкан готовится для улова кабана. Как мы видим, сопровождает постоянно собака, специально обученная охотничья овчарка. Колоссальный труд и силы уходит на подготовку. Мастер-класс. Палатку поставить чуть выше, так как ночью волки и, конечно же, медведи. Лучше безопаснее, советуют выше. Сейчас покажу вам место, где мы приземлимся. В случае чего, говорит, мой дом рядом, чтобы ночью мы эвакуировали всю нашу съемочную команду. Мы еще только на высоте, может быть, 200 метров, уже холодно. Только так, с конем и ножками, никакой машины, ничего. Угостили вот. Вот наши помощники. Будете охранять нас сегодня от волков и... Так что... Ослик. Палатка появляется тут. Давай. Вперед, собираем и... Мы поднялись так высоко, что ветер холодный. Угостили чаем. Вроде бы людей шугаются, говорит волки, но все же мы... В случае чего мы остановились недалеко от где живет дядя. В случае чего будем убегать домой. Шикарный костер. Немножко согреемся. В палатке невозможно сделать костер. Палатка у нас маленькая. Сейчас согреемся, на улице холодно. А сейчас пора поужинать, горячий чай попить. Не переключайтесь. Вот, друзья, лепешки готовы. Закинули пару картошек там. Картошку на костре. С утра мы выходим. Сейчас все отдыхают. Неподалеку у нас наша палатка.
В общем, отдохнем, покушаем и к рассвету уже пойдем. Сначала думали, что перегрели, корочка слишком, но как видите, просто идеально, просто вот когда до корочки снимается и наверное вкус зависит от этого, от сорта картошки, потому что это очень какая-то сладкая, поэтому если пересолить, точнее посолить, то это очень белиссимо. Запах и вкус костра, тем более лепешками. Мне приятного аппетита, я буду специально говорить подольше, чтобы все это я съел, а вы снимали просто. Пьем горячий чай и спать хочется. Спать очень сильно хочется. Или от того, что свежий воздух, или от того, что мы вкусно и сытно поели, или от того, что воздух чистый, или от того, что мы целый день ходили на ногах, Устали, да. или вообще нас утомила дорога Курган-Чубе и до Ангара, или от того, что мы перед съемками не поспали хорошо, потому что мы просто тупо сидели, монтировали первый выпуск. Единственный вариант — это если пару часов поспать, выспаться. Постараемся хотя бы час поспать, потому что с самого утра, где-то уже с 6 утра, у нас свои планы насчет съемок, мы ложимся отдыхать. Не знаю, короче, если утром не проснемся, значит ищите нас где-нибудь неподалеку от Ангары. Хотя бы пару часов поспим и наберемся сил. Палатки безопасно, не хотят только от насекомых. Всем сладких снов, спокойной ночи всем. Если мы не улетим, если наша палата не улетит, в общем, а здесь тоже видно сильно устал. Внезапно такой ветер сильный. Надеюсь, слышите, уснуть не можем. Вот. Укутались. Палата, надеюсь, не улетит. Сколько раз улетала, собирали. Держим палату руками, ногами. Дорожка, пропускаем лошадь. Настоящий таджикский пахлавон. А куда идти, друзья? Темнота. Даже на лошади сложно и страшно. Друзья, повсюду волки. Сейчас вот ребята говорят, что сезон спаривания, волчье спаривание, по-моему, не знаю, как правильно назвать. Сейчас мы перекусим. Забежали в Макдональдс, проголодался. Я даже ногами чувствую, как он питается. Вообще очумеет габариты. Точно. Вообще волки тут, видимо, повсюду, или эхо гор. Я не понимаю, но, друзья, просто без монтажа я вам. Давай, давай, еще немножко, давай. Друзья, просто страшно. Вся надежда на коня, что волки испугаются и не подойдут ближе. Все по-разному рассказывают, что смотря от возраста волков, они боятся коней, но конь может испугаться и рвануть. А вы знаете, это к чему приведет. Так что мы осторожны. Не видно повсюду. В любой момент может просто за ногу цапнуть, и конь испугается, плюс ты пойдешь. Безопасность на первом месте.
Доброе утро, друзья. Только проснулись мы. Дядя Исо пошел вот за конем. Вчера была невероятная погода. Вчера был, можно сказать, очень страшный дождь. Ветер, вы все слышали сами. Мы не смогли переночевать в палатке, так как у нас была летняя палата. Мы сейчас посмотрим. Вообще не представляю, что с нашей палатой. Пойдемте посмотрим. Соберем все вещи наши. Чистый, свежий воздух. Обожаю вот это ощущение, когда после дождя хорошо, тепло поспали. Печка, сандали сделана. Спасибо Акай Мухаммад Исо за то, что он поделился с ночлегом в теплоте под печкой. Что случилось? Утро в Игроне выглядит так. Сейчас мы соберем ее. В следующий раз будем знать, что погода непредсказуемая тут. Вроде бы точно говорили, что не будет ни дождя, ничего. Все начиналось с ветра. Мы вам показывали. Нам пришлось спуститься вниз, там переночевать.